вечер. Сегодня 11 сентября, 562-й день аннексии Крыма. В эфире «Заман». Наша цель – вернуть Крым. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на 12-м форуме «Ялтинская европейская стратегия», который стартовал в Киеве. Форум объединяет политиков, бизнесменов, общественных деятелей и журналистов. Обсуждает вопросы стратегических отношений Украины и мирового сообщества. Ялтинская европейская стратегия не в Крыму, а в Киеве. Полуостров оккупирован, и уже второй год подряд участники собираются на материке. Тема 12-го форума «В зоне риска. Как судьба новой Украины влияет на Европу и мир». It's an honor to me to open the 12th Yalta European Strategy meeting. Президент Петр Порошенко призвал Запад сохранить и усилить санкции против России, если будет продолжаться аннексия Крыма и конфликт на Донбассе. Мы должны четко определить, что действующие санкции остаются до тех пор, пока Россия оккупирует Крым и поддерживает нестабильность на Донбассе. Но также будут введены усиленные ограниченные меры, если Россия и дальше будет препятствовать процессу мирного урегулирования. Европе не хватает единства относительно агрессивной политики России. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин. НАТО, в отличие от ЕС, придерживается четкой позиции относительно агрессора. НАТО сделало значительно больше, чем ЕС, поскольку в Евросоюзе у нас пока нет цельной и комплексной политики в отношении России. Да, есть линия ЕС на сохранение санкций, и мы благодарны за это, но комплексного подхода в ЕС нет. В ходе дискуссии о проблеме безопасности экс-президент Латвии Вайра Вики Фрайберга, говоря о России, подчеркнула, что Европа граничит со страной с психическим расстройством, и это представляет угрозу всему миру. Если вы считаете, что можете понять чувства людей с психическими расстройствами, это не так. Ошибка считать, что на мир в мире не влияют параноидальные наклонности. Зная это, необходимо предпринять меры для защиты. После выступления на ЕС Порошенко подчеркнул, Россия причастна к раскачиванию ситуации внутри Украины. И пока иностранные войска находятся на территории Украины и оккупируют ее, это остается главной проблемой на сегодняшний день. Жодної альтернативи мінському процесу і політико-дипломатичному шляху звільнення цих територій не існує. Але виведення російських військ і повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою україно-російського кордону є ключовими елементами мінських домовленостей і мирного плану, яким ми будемо добиватися. Завтра на форуме поднимут вопрос об аннексии Крыма и как Украина должна действовать в сложившейся ситуации. Эльвина Седулаева, Эльдар Исматов, «Заман», АТР. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прибыл в Крым. Президент России Владимир Путин встретил его на кладбище. В Севастополе они возложили цветы к мемориалу, посвященному памяти погибших солдат в Крымской войне. Завтра Путина и Берлускони ждут в Бахчисарае. Город готовится к приезду высоких гостей, но по этому случаю решили привести в порядок только дорогу, ведущую в старый город, к Бахчисарайскому дворцу. Это улица Ленина, по которой дорога ведет к Ханскому дворцу. Именно по ней завтра, как ожидается, должны проехать Путин с Берлускони в рамках его частного визита в Крым. В городе к визиту гостей приготовились на скорую руку. Стригут деревья и белят бордюры. Даже залатали несколько ям на дорогах. Правда, не все. А убрать мусор и поставить урны и вовсе забыли. Не кладут асфальт, а латки просто наделают и могут в дождь наделать. Ну, такое. Да. Переводят некачественно. Да. Могут показать самые хорошие места, да. А вот то, что моменты там плохие, могут и не показать. Да. Как бы ничего не поменяется. А это улица, которая прилегает к улице Ленина. Здесь уже никакого ремонта не было. Да не, ну как хорошо, куда хорошо, вы обратите внимание. Ничего их не делают практически. До следующего дождя. Почаще бы Путин приезжал, чтобы их делали. В принципе, немного поубирали вот рядышком место. Идите вот здесь, везде мусор, все засрано, наверху объездная разбитая вся полностью. То есть, когда кто-то едет, они что-то латают. Вот это раз залатали, посмотрите. Вот это раз залатали, это ерунда, полная ерунда. Говорю, почаще Путин бы ездил бы. Какие достопримечательности планирует посетить президент России вместе со своим итальянским гостем, жители Бахчисарая не знают, но предполагают, что это будет Ханский дворец. Сегодня здесь пока все спокойно, а завтра все заполнится полицейскими. Готовясь к мерам повышенной безопасности, они уже со вчерашнего дня проводят профилактические обходы по домам, в которых хранятся зарегистрированное охотничье оружие.
Ильмаз Ибрамова, Асан Асанов, Заман, АТР. В сети появилось видео нового эшелона военной техники в Крыму. Газета «Сегодня» пишет, поезд с российской техникой заметили под Симферополем. На этих кадрах можно увидеть БТРы, БМП и РЛС. В Симферополе отменили ограничения на проведение массовых и публичных мероприятий, которые ввели накануне Дня независимости Украины 23 августа. Пресс-служба российской администрации города сообщила, ограничения пришлось ввести с целью предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, а также для обеспечения пожарной безопасности. Против севастопольского чиновника Леонида Брунецкого возбудили административное дело из-за парковки автомобиля в запрещенном месте. Нарушение обнаружил и заснял руководитель общественной организации «Дорожный контроль Севастополь» Максим Мишин. Общественными делами занимаемся. Тут парковка запрещена. Желтый бордюр. Ну, правила дорожного движения нам. Знак висит. Вот. Ну. Что ну? Что ну? Хорошо. Что? Ну. Парковка, я здесь работаю. Ну и что? Тут парковка запрещена. Ну, а знак, получается, это что, просто так? Что? Тогда снимите знак. Служба безопасности Украины в Херсонской области задержала мужчину, который принимал активное участие в прошлогодних событиях Крымской весны. По информации пресс-службы ведомства, в феврале 2014-го херсонец выехал в Крым для участия в отрядах самообороны. Там он присоединился к группировке казаков, дежурил с оружием на блокпостах, блокировал украинские военные части, призывал граждан принять участие в мартовском референдуме о статусе Крыма. Херсонцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Совет национальной безопасности и обороны впервые за 1,5 года опубликовал карту военных действий в зоне АТО без всякого обозначения обстрелов. Согласно обнародованной карте, впервые зафиксировано полное затишье на линии разграничения, а также на прилегающих к ней территориях. В штабе подчеркивают, что полное прекращение огня предоставляет возможность Украине восстановить разрушенную инфраструктуру, наладить транспортное и логистическое сообщение и более активно проводить работы по разминированию местности. Мирні жителі Донбасу, військовослужбовці сил АТО сподіваються, що мінські домовленості і надалі виконуватимуться ворогуючою стороною, а вирішення спірних питань і розбіжностей перейде у фазу перемовин. МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением российского ЦИК образовать избирательные округа для проведения выборов депутатов Госдумы России в Крыму. В ведомстве отметили, что это является грубым нарушением норм международного права, законодательства Украины и положений резолюции Генассамблеи ООН «Территориальная целостность Украины». МИД призывает все государства и международные организации не признавать любые избирательные процессы в Крыму и Севастополе. Весь мир вспоминает жертв самого масштабного теракта в истории человечества. Сегодня исполнилось 14 лет со дня террористических атак, которые разрушили башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. 11 сентября 2001-го башни и здания Пентагона атаковали боевики Аль-Каиды. Тогда погибло почти 3000 человек. Активисты в Тбилиси порвали российские учебники по географии, где Абхазия и Южная Осетия изображены как отдельные государства, а Крым уже в составе России. Инцидент произошел в русскоязычной школе «Интеллект». Представители грузинской организации «Свободная зона», сторонники Саакашвили, изъяли учебники для 7 класса. В присутствии сотрудников патрульной полиции они порвали книги в знак противодействия российской пропаганде. Директор школы Орест Песчаненко сопротивлялся. Он заявил, что учебники использовались как дополнительная литература. Нет никаких проблем с русским языком. И у меня проблема с
с империализмом, у меня проблема с Путиным, у меня проблема с оккупантом. Вот в чем дело. А оккупант прямо говорит мне, что Абхазия и Южная Осетия – это отдельное государство. У вас это зафиксировано в книге. Да в книге? Ну да, в вашей школе, понимаете? Ну, получилось, да. Получилось. Человек, вот давайте да, давайте параллельно. В Москве открылась выставка картин Андрея Макаревича, известный музыкант, которого сторонники действующей власти причислили к так называемой «пятой колонне», пишет картины. Макаревич рассказал, что выставка полностью аполитична, передает настоящее время. В галерее «Роза Азора» она продлится до 18 сентября. Я меньше всего на свете хотел бы быть известным как политический кто-то. Я политику терпеть не могу и всю жизнь старался держаться от нее как можно дальше. Все немножко свихнулись на политике. Сейчас кто не пукнет, все политическая акция. Пусть музыка звучит. В Крыму открылась выставка уникальных музыкальных инструментов. В экспозиции инструменты мастеров 19-20 веков, а также современного периода. Экспонаты были представлены из фонда Крымско-Татарского музея культурно-исторического наследия и из частных коллекций. Крымско-татарские, японские, африканские, китайские и многие другие музыкальные инструменты, старинные, а также современные. Ничего подобного в Крыму еще организовано не было. Ударные, духовые, струнные инструменты, оставшиеся от наших народных маэстро и мастеров, это очень радует, потому что у нас богатая история, которую шаг за шагом мы успешно восстанавливаем и демонстрируем. Прекрасные не только с эстетической точки зрения, но и в звучании. Инструменты привлекли внимание как профессиональных музыкантов, так и простых любителей инструментальной музыки. Зрители послушали классические музыкальные произведения. Кроме музыкальных инструментов, выставку украшали работы известных художников и фотографии истории музыкального наследия. Сусана Ваитова, Энвер Усманов, Заман, АТР. Во Львове мусульмане собираются в молитвенном доме, который сейчас выполняет роль культурного центра. Полноценный центр пока создать не удалось. Каким образом мусульмане Львова сохраняют свои традиции, узнавали наши корреспонденты. Мурат переехал из Крыма во Львов сразу после аннексии. Из-за участия в митинге 26 февраля возле Верховной Рады Крыма решил не рисковать и покинул родину. В Крым я не езжу, Крыма я не вижу и очень страдаю и скучаю по родине. Конечно, открытие Исламского культурного центра помогает нам объединиться. Мы можем делать намаз, слава Аллаху. Конечно, рады. Аннексия Крыма изменила планы Шевкие Чечеевой. 11 класс заканчивала уже на материке. Во Львове поступила на факультет арабской филологии. Уже учим Коран, у кого каждый свой уровень. Больше украинок ислам принимают, знакомые есть. Вот. Альхамдулиллах, да, здесь вот проводятся уроки, лекции разные даются. Сейчас во Львове живут около 2000 переселенцев. В Исламском культурном центре для них организовали курсы изучения Корана. Будет открываться арабская школа. В арабскую школу она будет включаться сам арабский язык, также исламская культура, арабская культура, религиозные уроки. Также будем стараться открывать здесь курсы крымско-татарского языка. Мы должны стараться более быть активными, то есть движение, постоянно быть в движении, то есть привлекать людей, то есть стараться как-то им что-то показывать. Вот у нас есть это, у нас есть для детей это, у нас для женщин это есть. Ну, конечно же, в конце будет выбор за мусульманином. Своей мечети у львовских мусульман нет, пока местные власти не готовы выделить здание даже для Крымско-татарского культурного центра. Лиля Зенедин, Асан Иминов, Заман, АТР. На этом пока все. Хороших выходных и всего доброго.